Бисмиллахир рахманир рахим. Степени иджтихада. В книге Ахмад бин Камаль, живший в период с 1468 по 1534 года, автор более 300 знаменитых трудов, в своей книге «Вакфуният» он говорит, что ученые по фикху разделяются на 7 ступеней. Первый из них – это мутлак муджтахиды, основатели масхабов. Те, которые действительно следуют истинному пути пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи, его сунне. Среди них это имам Азам Абу Ханифа, Аш-Шафири, Малик ибн Анас, Ахмад ибн Ханбаль. Это действительно являются истинными наследниками пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, сунны благословенного посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи. Это про них Мухаммад, саллаллаху алейхи, говорит в своем одном из хадисов, что аль-уляма урасауль анбия, ученые наследники пророков. Вторые ученые, совершающие такой же обширный иджтихад, но в рамках установленных основателями масхабов. Они называются муджтахид филь масхаб. Среди них, например, такие, как Абу Юсуф, Мухаммад аш-Шайбани, Абу Хамид аль-Газали и другие. Третьи – ученые, совершающие иджтихад по определенным вопросам, не освещенным ранее, не выходя за рамки определенные установленные правил своего масхаба. Их называют муджтахид филь масаиль, например, как имам ат-Тахави, аль-Хассаф Ахмад бин Умар, Абдуллах бин Хусейн Кархи, аль-Халвани, аль-Паздави, ас-Сарахси, Кади Хан и многие другие. Четвертые – ученые, комментирующие книги муджтахидов. Их называют асхаб ат-Тахридж, например, Ахмад бин Али, Абу Бакр ар-Рази. Пятые ученые этой категории комментируют какую-либо определенную тему из книг муджтахидов своего масхаба. Их называют арбаб ат-Тахридж, например, автор книги Хидая Бурхан-ад-Дин Маргинани. Шестая группа – это ученые, которых называют мукаллид. Систематизируют сведения, касающиеся отдельной темы, располагая их в своих книгах в порядке значимости. Они способны различать степень достоверности исследуемого материала, и поэтому все сведения в их книгах верны. К таким ученым относятся, например, автор книги Канзуль Дакаик ан-Насафи, автор книги Мухтар аль-Ихтияр Абдуллах бин Махмуд. Седьмое. К этой последней группе причислены мусульмане, которые различают достоверные знания, переданные приверженцами сунны, от так называемых знаний, заключающих в себе недозволенные новшества, бидгат. Хорошо понимают прочитанное ими в книгах по фикху и правильно передают эти знания другим мусульманам. Конец цитаты книги. Ученые, приверженцы сунны, опора ислама. Люди, не понимающие, какое важное место занимают ученые ислама в деле распространения предписаний Аллаха, субханаху ва тааля, и сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорят, нет необходимости
каких-либо ученых, когда имеется возможность непосредственного обращения к самому благородному Корану. Видно, такие люди не задумываются хотя бы над тем, что если бы просто так было понять значение аятов Корана, то или предыдущих книг, то не было бы необходимости не спосылать пророков и посланников для разъяснения этих аятов. Не понимают они, что высказывание посланника Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям это и есть толкование Корана. А труды истинных ученых, в свою очередь, разъясняют это толкование. Не каждый знаток арабского языка может стать ученым. Когда мусульмане говорят ученые ислама, они подразумевают человека, обладающего огромной эрудицией, широким спектром знаний по религиозным наукам, а также по общественным и естественным наукам, что позволяет ему толковать аяты Корана. Естественно, что этот человек не просто кладезь наук, а прежде всего благочестивый мусульманин самого высшего разряда, самого высшего интеллектуального уровня, вероучение которого соответствует учению Ахль-Сунны валь-Джамаат. Такой ученый знает Коран не только наизусть, но и много других тонкостей. К примеру, когда и где и в какой ситуации был ниспослан тот или иной аят, асбаб ан-нузуль. И кроме этого, ученый знает, какое толкование давали ученые, муфассиры, мухаддисы, факихи тому или иному аяту. Пророк Мухаммад саллаллаху, как его объяснял, а также знает всю цепочку передатчиков хадисов и комментарии к этим хадисам ученых первых 3 поколений. Не может считаться ученым человек даже с очень большими знаниями, с очень большим багажом знаний, но придерживающийся искаженного вероучения. Только правильное вероучение, полученное приверженцами сунны, в наследстве от пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассаляма и первых 3 предыдущих поколений сахабов, табиинов, атбаут табиинов, определяет ценность каких-либо знаний. Главы всех остальных 72 направлений, групп и общин также обладали комплексом знаний, достаточных знаний, но беда их в том, что они, не следуя согласованному мнению предыдущих поколений муджтахидов, не смогли отличить верный путь от заблуждения, от искаженного пути и сбились с пути пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассаляма и с пути праведных предшественников. Некоторые хадисы об ученых ислама. Ученый выше невежды настолько, насколько пророк выше своей общины. Передается в сборнике Хатиб. Ученый выше абида, то есть поклоняющегося человека, так же, как полный месяц ярче звезд. Абу Нуайм. Ученый выше абида, благочестивого, поклоняющегося мусульманина, в 70 раз. При появлении бида, нововведений, ученый предупреждает людей. А абид же в это время занят поклонением Аллаху. Так что и с этой стороны ученый ценнее
абида, поклоняющегося человека, ад-Дайлями. Чернила ученых будут сопоставлены с кровью шахидов, и весы с чернилами ученых перевесят Наджар. Ученый – это человек, в котором Аллах уверен и может на него положиться. Ад-Дайлями. Ученые – это факелы земли, преемники и наследники мои и других пророков. Абу Нуайм. После смерти ученого даже рыбы молят о его прощении до самого судного дня. Дайлями. Следуйте ученым. Они факелы мира освещают дорогу всем землянам. Ад-Дайлями. Ученые – это лоцманы, указывающие пути спасения, и руководители от Наджара. О толковании аята «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'ан» – «Держитесь за верфь Аллаха вместе». Ахмад бин Мухаммад ат-Тахтави был муфтием Каира, мазхаба Абу Ханифа, умер в 1815 году. Сказал по поводу этого аята следующее: в данном случае верфь Аллаха, хаблюллах, означает ученых по фикху и другим исламским наукам. Кто отделится от ученых по фикху хоть на 5, собьется с истинного пути. Путь ученых по фикху – это путь пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и праведных халифов. Кто отделится от этого пути, тот попадет в ад. Мусульмане могут обрести спасение, лишь следуя вероучениям общины Ахлис-Сунна валь-Джамаат, 4 мазхабов. В школах этой общины собраны достоверные знания. Кто в наше время не следует ни одному из 4 мазхабов Ахлис-Сунна валь-Джамаат, непременно собьется с пути истины. Имам Аль-Хадими, автор книги Аль-Барика, пишет следующее: 4 источника религиозных знаний являются источниками для ученых-муджтахидов. Для обычных мусульман источниками знаний служат решения ученых одной из богословско-правовых школ мазхабов. Так как не дозволено принимать решения по аяту или хадису, толкуя их по собственному разумению. Поэтому, если преследование какому-либо правовому решению нашего мазхаба мы видим какие-то, как нам кажется, несоответствия с аятами или хадисами, то все равно следуем решению своего мазхаба. Почему? Так как мы знаем, что, скорее всего, решение было принято в соответствии с другими аятами и хадисами путем сопоставления или согласованного мнения праведных предшественников. Правильное решение могут принять только ученые-муджтахиды. Поэтому мы должны читать не книги по тафсиру или хадисам, а должны читать книги по фикху.